Как это ни удивительно, но в Дагестане до сих пор нет ни одной академически выдержанной статьи, посвященной этимологическому анализу лексемы авар. Есть лишь ссылки на чьи-то работы, изданные за пределами Дагестана, в которых в свою очередь эта тема затрагивается вскользь и, как правило, даже не имеет прямого отношения к теме. Нельзя сказать, что эта тема вообще никем не затрагивалась, скорее, она никем подробно не освещалась, отсутствовала должная конкретика и должная тщательность, выверенность. Причина – отсутствие профессиональных иронистов в Дагестане и недоступность некоторых этимологических словарей для простого читателя. Обращает на себя также желание некоторых недобросовестных ученых Дагестана, нередко занимающих высокие посты в иерархии Дагестанского научного центра РАН, просто убить этот термин и изъять его вообще из обращения. Схема проста. Если ликвидация авар не удается, то тогда следует сфальсифицировать. Да и о чем можно вообще говорить, если даже и сам этноним аварец – фальсификация. Согласно нормам русского языка, правильно, авар. Авары, как мы это видим на примере этнонимов хазары, болгары, татары. Такой подход все же навязывается аварцам прежде всего представителями других национальностей Дагестана, хотя следует оговориться, что, конечно же, не даргинцами и не лезгинами, и тем более не табасаранцами и агулами, с цахурами. Затем, когда некоторые аварцы начинают заглатывать эту наживку, то выясняется, что главной задачей было показать аварцев, как народ без народа, как народ, лишенный исторического прошлого, собственной государственности и собственной самоидентификации и, дескать, аварцев никогда не было, а были лишь выходцы из каких-то сел и общин, которые сами себя называли не аварцами и даже не марувалами, а исключительно по названиям сел. Да, но ведь точно так же любой гражданин Турции, посещая Стамбул, представляется выходцем из какого-то определенного города, района или села. И вообще, все сколько-нибудь здравомыслящие берлинцы, москвичи и, естественно, махачкалинцы, при встрече с таким же, как и они, представляются исключительно жителями городских районов Фрединау, Мариной рощи или Пятого поселка. И никого в данном случае твоя принадлежность к Германии, России или Дагестану просто не интересует, она неуместна в обыденной речи и повседневном общении. И это обстоятельство вовсе не может служить доказательством отсутствия того или иного этнического термина. Особо настораживает желание вложить в уста самим аварским авторам некое антиаварское кредо, отредактировать их высказывания в нужном для себя русле, а затем в дальнейшем давать ссылки на вот такого рода работы. В этой связи мы считаем, что руководство Дагестанского научного центра Российской академии наук должно принести публичные извинения по поводу фальсификаторских правок, которые буквально пестрят в исследовании всемирно известного археолога Мурада Гаджиевича Магомедова «История аварцев». Вся эта их деятельность начиналась еще лет 20 назад. И все это время, пока аварцы спали, они вели свою антиаварскую работу. Необходимо также выявить андийского соавтора и очистить эту работу от нелепых утверждений о сильном, крупном и якобы независимом Анди, выдающегося в кавычках ученого Мамайхана Агларова, и однозначно невежественного освещения им темных страниц истории классических аваров. Мамайхан Агларов, пользуясь своим высоким статусом в Дагестанском научном центре, представлял собой, к сожалению, национал-сепаратистски ангажированного субъекта, желающего переписать историю аварского народа. Обработав в соответствующем духе исследования любого сколько-нибудь заметного в научном мире аварского автора, Мамайхан Агларов тем самым вкладывал в уста аварцам свои собственные утверждения и свои собственные национал-сепаратистские идеи. Очень много вопросов к Мамайхану Агларову возникают не только по поводу монографии «История аварцев» автора Магомедова, но и Атаева, автора книги «Аварский язык, письменность и история». К сожалению, в Дагестане складывалась такая ситуация, когда аварские историки при публикации своих изданий всякий раз оказывались вынужденными согласовывать изложенное с идеологами антиаварски направленного национал-сепаратизма, в результате чего мы постоянно сталкиваемся с многочисленными противоречиями и всякого рода глупыми измышлениями, исходящими якобы от самих аварцев. Как можно вообще утверждать, что и аварал, и марувал, и даже, к примеру, хиндовал, все это имеет прямое отношение исключительно к хунзапу?
и что лишь потом, по прошествии какого-то времени, эти определения перешли к другим аварцам. А ведь так сказано в работе автора Атаева. Откуда все это исходит? В одной из статей сборника, посвященного истории Дагестана, никто иной, как Мамайхан Агларов, договорился до того, что даже термин «абол», гость кунак, принадлежит, оказывается, исключительно хунзахцам. Причем он сперва пытался убедить читателей, что аварцы сами себя в древности называли алби на каратинский манер. И это слово должно было якобы означать албан. Все эти голословные утверждения ровным счетом ничем не подкреплены, просто Мамайхану Агларову очень хотелось, посулив аварцам при этом родство с кавказскими албанами в качестве утешительного приза, поставить андийцев выше аварцев. И этот же Мамайхан Агларов резюмирует: у аварцев не было никогда общего этнонима. Вначале он пытается выманить аварцев с твердой родной почвы на шаткую, гнилую ступеньку лестницы, а затем, после того как они, потеряв равновесие, упадут, швырнуть еще им в спину камень. Есть такая китайская поговорка: бросить камень вслед упавшему в яму. Все это имеет отношение скорее к области курьезов, чем к науке. А теперь следует перейти собственно к цели данного ролика, в которой не придется пробиваться через чью-либо цензуру аварофобствующих андиеведов и им подобных, диктующими свои правила и законы. Такой подход все же навязывается аварцам, прежде всего представителями других национальностей Дагестана, хотя следует оговориться, что, конечно же, не даргинцами и не лезгинами, и тем более не табасаранцами и агулами, с цахурами. Затем, когда некоторые аварцы начинают заглатывать эту наживку, то выясняется, что главной задачей было показать аварцев, как народ без народа, как народ, лишенный исторического прошлого, собственной государственности и собственной самоидентификации, дескать, аварцев никогда не было, а были лишь выходцы из каких-то сел и общин, которые сами себя называли не аварцами и даже не марулалами, а исключительно по названиям сел. Да, но ведь точно так же любой гражданин Турции, посещая Стамбул, представляется выходцем из какого-то определенного города, района или села. И вообще, все сколько-нибудь здравомыслящие берлинцы, москвичи и, естественно, махачкалинцы, при встрече с таким же как и они, представляются исключительно жителями городских районов Фрединау, Мариной рощи или Пятого поселка. И никого в данном случае твоя принадлежность к Германии, России или Дагестану просто не интересует. Она неуместна в обыденной речи и повседневном общении. И это обстоятельство вовсе не может служить доказательством отсутствия того или иного этнического термина.